Адлік часу пайшоў. Задача хутчэй за іншых выратаваць пацярпелага, падняць груз на вышыню і пераадолець заданую дыстанцыю. У конкурсным этапе 6 пунктаў. І для таго, каб перамагчы, трэба паказаць лепшую тэхніку, трываласць і хуткасць. Развивать навыки и умение обращения с альпинистским оборудованным снаряжением. Этот вид набирает обороты в Республике Беларусь именно в системе МЧС и позволяет заменить такие средства механизации, как краны, подъемные другие средства механизации, и обеспечить более быструю и ювелирную работу, где спасатели могут сами это все сделать при помощи альпинистских оборудований, технологий. Кожны са спартсменаў працуе на вынік, асабісты і камандны. Усяго на дыстанцыі 25 выратавальнікаў з Брэста, Баранаўі, Чаўпінска, Камянца и гости из Минска. Привез ребят получить опыт. Это студенты 2-3 курса. Им очень важен опыт именно проведения воспитательных работ на высоте, потому что эта дисциплина очень сильно развивается в министерстве. Результат в любом случае важен, но самое главное, чтобы все прошли без ошибок дистанцию, не получили существенных штрафов, ну и спасли, конечно, всех. И у каждого свои профессийные секреты. Соревновательный момент присутствует на 100%. Делимся уже различными своими фишечками, уже когда готовимся на республику. Но на таких областных соревнованиях каждый их держит при себе, показывает только на дистанции. Александр Клетаніца уже не первый раз на старте. Тройчы ён становіўся лепшым выратавальнікам рэспублікі. Але падкрэслівае, гэта не дае паблажак. Кожная дистанция новая проверка асабістай падрыхтоўкі. Ну, настроение хорошее. Год пропустил подготовки по альпинизму, то я считаю пока хорошо. Не скажу, что вырос на 100%. Ну, самое сложное это вот именно вот по респазде груз поднимать на высоту. Там вот не все справляются, потому что тяжело. И после этого лезть по наклонной переправе вот это вот от машины. Вот это самое сложное. Лепшие спортсмены-выратавальнікі уводзяць у склад Брэсцкай абласной зборнай, якая будзе змагацца за званне лепшай у рэспубліцы ўжо ў пачатку мая. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».